можем его контролировать, лишь следим за тем, как оно неспешно течет. Но все наши устройства и приспособления для счета имеют погрешность. Оно же остается неизменным и недостижимым. О времени поговорим сегодня в «Наукомании» и узнаем, что же на самом деле люди знают о секундах, минутах, годах и веках. Меня зовут Екатерина Берецкая. Здравствуйте и смотрите в программе. Что такое пространство-время? Как один близнец может постареть раньше второго? И можно ли потрогать время? Пещерные люди вполне обходились понятиями «день» и «ночь», но уже в Древнем Египте потребовались более мелкие отрезки времени. Там же появились и первые проточасы. Шест вставлялся в землю на открытой солнечной площадке, и длина и направление его тени подсказывали время. Впоследствии шест усовершенствовали, теперь он был Т-образный и делил время между восходом и закатом на 12 равных частей. Кроме того, для подсчета времени использовались и водные часы, но определить их родину затруднительно. И египтяне, и ассирийцы, и вавилоняне использовали их примерно в одно время. Долгое время для определения небольших временных отрезков использовались песочные и огневые часы. Первые использовались преимущественно в арабских странах и Древней Греции, а огненным часам отдавал предпочтение Китай. Свечные часы представляли собой свечу с насечками. Промежуток от одной метки до другой означал заданный отрезок времени. Также часы с огоньком могли служить и древними будильниками. На спиральные палочки в определенных местах вешались металлические шарики. Как только свеча догорала, шарик с громким звоном падал в фарфоровую вазу. Древние вавилоняне и шумеры в своих астрономических исследованиях использовали 60-ричную систему, и именно это число легло в основу современного времяисчисления. Их вычисления значительно повлияли на греков. Астроном и математик Эратосфен разделил нашу планету на 60 равных частей широт. Его идеи развил Гиппарх, но главный вклад в появление секунд и минут внес Птолемей. Он разделил градусы долготы и широты, которые предложили предшественники. Первое деление получило название «минутая прямая» – первая минута, и впоследствии осталось минутой. Второе же деление он назвал «минутая секундая» – вторая минута, или, как нам теперь привычнее, секунда. При обилии вариантов часов в древности долгое время сам час не был одинаковой длительности. Из-за того, что день и ночь не равны по времени, кроме 2 дней в году, понятие «час» также изменялось, становясь, в зависимости от сезона, короче или длиннее. Постоянными временные величины стали только с появлением механических часов. Время – это не только цифры на часах. Для ученых, физиков и астрономов это фактически четвертое измерение, познавать которое человек начал не так уж и давно. Так что же такое время с точки зрения науки и для науки? Спросим прямо сейчас у специалиста. Иван Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Иван Александрович Сивцов закончил физический факультет Белорусского государственного университета в 2004 году. Защитил диссертацию по физике и релятивистской астрофизике в Римском университете Ла Сапиенца. С 2017 года кандидат физико-математических наук, автор более 50 научных работ. Так что же такое время с точки зрения науки, а конкретно физики? В физике любая величина – это то, что чем-то измеряется. Поэтому время – это, вообще говоря, то, что измеряется часами. Другое дело – это устройство тех самых часов, с помощью которых оно измеряется. Самыми первыми часами, которые использовались еще в физике, непосредственно это был пульс человека. Но, естественно, он не очень хорошо подходит для этого, потому что он ускоряется, либо, наоборот, замедляется, в зависимости от того, как себя чувствует человек. Тем не менее, Галилей сумел доказать, что маятник намного лучше, как часы, чем пульс человека. Поэтому далее время перешло к механическим часам, основанным на движении маятника, которое строго периодично было. Затем у нас определение времени пошло в сторону астрономии, потому что оказалось, что астрономические явления повторяются с еще лучшей периодичностью, чем движение механических часов. И первое формальное определение секунды, вообще говоря, было основано именно на астрономическом времени. Следующий этап был, когда обнаружилось, можно создать такие часы, основанные уже на атомных явлениях, которые будут еще более точными. И, соответственно, мы получили часы, которые мы используем и сейчас. Это у нас атомные часы, которые основаны на цезиевом стандарте секунды. То есть можно ли говорить о том, что первым попытался описать время тоже Галилей? Непосредственно в физике, да, первым был Галилей, вообще говоря. Многие наши зрители, гуманитарии, например, как я, привыкли, что в физике обязательно все должно быть по законам.
Да, вот по каким законам развивается, если можно так сказать, или измеряется время в физике? Изначально была создана специальная теория относительности, в которой выяснилось, что время является таким же равноправным измерением нашего пространственно-временного континуума, как и пространственные измерения. А после этого общая теория относительности обобщила это понятие, уточнила, что наш пространственно-временной континуум является искривленным и что время в разных его точках течет по-разному. То есть в культовом фильме «Назад в будущее» доктор Браун оперировал конкретным термином, который есть? Да, это конкретный термин пространственно-временной континуум, который был, вообще говоря, придуман Минковским в 1908 году. Хорошо. А что касается единиц измерения времени, да, ну мы привыкли там секунды, минуты, вот и так далее и тому подобное. Самая большая и, может быть, самая мельчайшая, есть такие? Самая короткая единица времени, которая фигурирует в физических процессах, более-менее, это йоктосекунда. Это 10 в минус 24 степени секунды. Пример физического процесса, который выполняется на этой шкале времени, это, например, распад Т-кварка. Осуществляется за время, равное примерно половине йоктосекунды. А самая длинная единица времени, используется в астрономии, это гигагод, то есть миллиард лет, потому что возраст нашей Вселенной — это 13 миллиардов лет, и больше, в общем-то, не нужно. Вы несколько раз упоминали астрономию, да? Мои коллеги побывали в гостях, побеседовали с астрономами. Давайте посмотрим сюжет и потом обязательно вернемся. Будущее можно увидеть, но для этого понадобится попасть в черную дыру. Именно там существует горизонт событий, воображаемая граница в пространстве времени, разделяющая совокупности событий. Горизонтом он назван потому, что все, что попадает за его пределы, уже не имеет возможности выбраться. Под горизонтом будет еще один горизонт. При переходе в первый горизонт время и пространство меняются местами. То есть вы неумолимо движетесь в пространстве, а время свое, условно говоря, с точки зрения вот эту временную координату можете менять как хотите. Хотя ваше собственное время, оно не будет связано вот с этой временной координатой. Когда вы попали под второй горизонт, опять поменялось время и пространство, и вы там можете уже избежать столкновения с сингулярностью. Космология, построенная на общей теории относительности, обладает принципиальным положением. Начало Вселенной во времени. В эйнштейновской теории мы можем видеть объекты на промежутке времени и расстоянии не более возраста Вселенной, а это примерно 14 миллиардов лет. С будущим немного иначе. Для этого понадобится темная энергия. Гипотетическая энергия, которая объясняет расширение Вселенной с ускорением. И также все зависит от материи. Если уравнение состояние, это есть уравнение обычной материи, давление положительное, то никакого горизонта не существует. Но после открытия ускоренного космологического расширения, разумеется, при наличии, при учете темной энергии были получены также граница для горизонта, определяющего границу наблюдения событий в будущем, которая также обратно пропорциональна с точностью до коэффициента параметру Хаббла в минус первой степени. Подобные явления возможны только в рамках общей теории относительности, но и в ней есть еще вопросы, ответы на которые и ищут белорусские ученые. Возвращаемся, и очень хочется у вас спросить, возможно ли в теории хотя бы путешествие во времени, и когда же мы с вами будем записывать интервью, например, на фоне машины времени? Теоретически путешествию во времени на самом деле ничто не мешает. Все завязано на существовании экзотического вещества во Вселенной, то есть вещества с отрицательной плотностью энергии. Вещество с отрицательной плотностью энергии способно искривить пространственно-временной континуум настолько, что мы можем проколоть его из одной точки в другую и получить в результате, например, кротовую нору, которая может войти здесь, а выйти у Альфа Центавра, или, например, машину времени, то есть войти в одном времени, а выйти в другом времени. Эти вопросы очень связаны между собой. На самом деле физики всерьез начали говорить о машине времени с 1985 года, когда во время работы над фильмом «Контакт» Карла Сагана физик Кип Торн, который недавно получил Нобелевскую премию за открытие гравитационных волн, был спрошен Карлом Саганом, возможно ли какое-либо физически обоснованное путешествие между удаленными мирами.
потому что Карл Саган всегда любил свои фильмы и романы делать максимально достоверными, насколько это возможно. Физик Кип Торн придумал, что на самом деле для того, чтобы удержать кротовую нору от распада, распадалась настолько быстро, что через нее ничто не успевало пройти. Можно использовать экзотическое вещество. Вот это самое вещество с отрицательной плотностью энергии. Оно существует в физике в двух ипостасях. Кратковременно в теории квантовых полей, и оно существует долговременно в так называемом эффекте Шарнхорста, но в эффекте Шарнхорста есть свои проблемы. То есть там суммарная плотность энергии оказывается все равно положительной. Поэтому физики над этим и рассуждают. Когда Кип Торн в 1985 году публиковал свою первую статью по этому поводу, у него обрушился шквал критики, но никто не смог придумать аргументов, которые бы всерьез опровергали возможность существования машины времени, если мы действительно найдем экзотическое вещество. Так что на самом деле мяч сейчас на стороне экспериментаторов. То есть они должны найти нам экзотическое вещество. После этого мы сможем создавать машины времени, мы сможем путешествовать между удаленными звездами, и, в общем-то говоря, мы сможем построить вечный двигатель. Хорошо. Может быть такая ситуация, когда один и тот же отрезок времени, может длиться по-разному. Вообще такое возможно? Да, такое возможно. Самым простейшим вариантом этого является парадокс близнецов. То есть, если мы сидим на месте и двигаемся из одной точки в другую, то у нас протекает больше времени, чем если мы двигаемся и приходим в ту же точку в тот же временной момент времени. Вот на этом основан парадокс близнецов. То есть удаленный близнец улетает к удаленной звезде, потом прилетает обратно, и оказывается, что на его часах прошло меньше времени, чем у того, кто все время сидел на месте. Это не менее интересно. Спасибо вам огромное, было очень интересно. Ну а прямо сейчас самые необычные часы в мире. Время научного дайджеста. Голландец Зельф Каэльма совместно с учеными из Технологического университета Эйндховена и университета Карнеги Меллона разработал часы на основе ферромагнитной жидкости. Сама жидкость помещена между двух стекол, а за экраном двигаются магниты. Именно они и приводят жидкость в движение, создавая невероятные по красоте переходы. Стоят такие настольные часы недешево. Изготовлено всего 24 экземпляра, и продаются они скорее как произведение искусства. Не менее дорогим удовольствием будут и цветочные часы. Впервые их составил в XVIII веке естествоиспытатель Карл Линней. Это набор растений, которые в определенное время раскрывают и закрывают свои бутоны. Например, цветы цикория обычно раскрываются около 5 утра, а 9 вечера отмеряют закрытые соцветия кислицы. На железнодорожной станции в Осака, это Япония, время показывает вода. Специальное печатное табло струями воды рисует различные изображения и, конечно же, показывает время. За минуту тратится около 30 литров воды, но она, конечно же, используется повторно, падая в специальный поддон-накопитель. Самые большие солнечные часы установлены в Индии, в городе Джайпур. Время определяется по 39-метровой лестнице стрелки. Это не инсталляция, а часть обсерватории Джантар-Мантар, построенной в первой трети XVIII века. А звание самых больших песочных часов делят сразу два устройства. 8-метровый гранитный механизм в Венгрии отсчитывает ровно год и переворачивает резервуар с песком в новогоднюю ночь. Рекорд побили в России, где установили 12-метровые часы. Правда, это была рекламная кампания автомобильного концерна. Это «Наукомания», и смотрите в ближайшие минуты. Из чего состоят современные часы? Сколько деталей в современных механических часах? И какие часы самые точные в мире? Больше всего о времени могут рассказать, конечно же, часы, а о часах, естественно, их создатели. Как же сегодня делают часы? Спросим прямо на заводе. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Вячеслав Александрович Жадан закончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники по специальности «Искусственный интеллект» в 2011 году. Руководил заводом по обжарке кофе. Закончил дистанционно ряд программ по управлению производством в Бостонском университете. Я так понимаю, мы находимся в сборочном цеху. Так и есть. И несмотря на то, что век роботизации, автоматизации, но здесь люди и все вручную. То есть белорусские часы – это ручное производство? Конечно, и мы этим гордимся, потому что такой точный продукт, как часы, нужно обязательно собирать вручную. То есть собирается вручную, но какие-то детали делаются на автоматах? Ну, конечно, у нас есть большой парк техники, который вытачивает корпус, делает детали механизма, но в конечном счете все равно все упирается в руки.
Давайте немножко попрошу вас похвастаться. Наше белорусское предприятие, наш завод, он едва ли не единственный, не только в стране, но и в постсоветском пространстве, где полностью цикл делается. Расскажите. У нас есть отличительная черта. Наш завод делает полностью механизм. То есть механизм разработан, спроектирован у нас здесь. И все детали, а их более 80 штук, они все делаются здесь у нас. Осуществляется сборка, потом контроль, проверяем ход механизма и потом ставим в часы. А как вообще начиналось часовое дело в Беларуси? Завод запускался в 1953 году. Это было послевоенное время, и, в общем-то, для многих часовщиков даже профессия строителя, она стала первой, потому что они принимали непосредственное участие в строительстве, вот прямо стен и прочего. Ну а потом завод вышел на свою мощность и в самые ударные годы производил более 5 миллионов часов в год. И экспортировал их там в огромное количество стран, в том числе в Швейцарию, в Японию, в те страны, которые сейчас традиционно считаются основными производителями часов. Ну, сейчас вы тоже можете похвастать географией экспорта. Мы экспортируем свои часы в Америку, в Германию, ну, естественно, во все страны СНГ, близлежащие. Вот сейчас планируем выход на рынок Польши. Ну, давайте тогда поподробнее непосредственно о часах, о видах, да. Есть механические, я знаю, что это наш бренд, это классика. Есть кварцевые. В чем различие? В производстве, наверное, же тоже разница есть? Да, конечно, разница есть. В кварцевых часах есть элемент питания, соответственно, эти часы не нужно заводить. Есть, конечно, отличие еще в камнях, то есть используется кварц, поэтому, собственно, так и называется механизм. В мире дорогих часов, элитных часов, собственный механизм, не кварцевый, конечно, ценится больше. Хорошо. Что такое автоподзавод? Это механика, только с элементом, который при движении, собственно, заводит. То есть у вас нет необходимости, вот он так выглядит, то есть при движении двигается вот эта часть и заводит. Не нужно будет каждый день заводить часы. Если у вас активный образ жизни, исключаем ситуацию, когда 3 дня часы у вас лежат на полке, то они будут идти всегда у вас. И это, в общем-то, компромисс между механикой и кварцем. Я предлагаю нам с вами буквально на несколько минут прерваться. Мои коллеги отправились в Институт метрологии. Давайте посмотрим на эталон времени в Беларуси. Национальный эталон единиц времени секунды, частоты герца и шкалы времени хранится в Институте метрологии в специальной термостатированной комнате. В основе так называемое сердце эталона. С его помощью определяется секунда как резонансная частота энергетического перехода между определенными уровнями сверхтонкой структуры основного состояния атома цезия-133. Эталон оснащен специализированным оборудованием, посредством которого сигналы синхронизации частоты времени передаются операторам мобильной связи, службам Белтелекома, Белорусской железной дороги. Также с помощью эталона осуществляется передача сигналов точного времени по радиоэфиру, знаменитые шесточки, которыми многие еще до сих пор пользуются. Ну и здесь, оказывается, есть место погрешности. Правда, обычный человек ее однозначно не заметит, ведь составляет она не более единицы, умноженной на 10 в минус 14 степени. Как утверждает хранитель эталона, любой сбой – это абсолютно нормальный рабочий процесс. И даже эталон не обойдется без корректировок. Для этого проводится так называемое сличение. Они же корректируют и всемирное координированное время. То есть каждый эталон посылает свои данные, каждая страна, Международное бюро меры весов, и на базе этого формируется вот эта вот всемирная координированная шкала. Система внешних сличений базируется на приемниках GPS ГЛОНАСС-сигналов и, соответственно, сейчас уже и Галилео, то есть всех спутниковых систем, которые входят у нас в нашу систему локации Земли. Кстати, системы GPS, ГЛОНАСС, все навигационные системы были созданы благодаря эталонам времени. Потому что эталоны времени – это так называемая атомная шкала, на которой как раз-таки базируются все процессы. Атомная шкала очень близка к земному вращению, самому времени. Гринвич – это время вращения Земли. Земля не имеет постоянное вращение, то есть у нее есть огрешность. А атомное время, оно более совершенно, скажем так. Сейчас разница между этими двумя величинами равна 32 где-то секунды.
Сравнения необходимы и для корректировки собственной шкалы. Сейчас расхождение между национальным и международным эталоном было не более 100 наносекунд. Так что белорусскому времени точно можно доверять. Эталон работает круглосуточно. Продолжаем разбирать по деталям часы. Так вот, сколько же в современных часах деталей? И от чего это зависит? Если мы говорим про сами часы, то там от 200 и более деталей. Если говорить про сам механизм, то, конечно, зависит от сложности его, от размеров. Конкретно в нашей модели используется 80 деталей, 25 узлов. Ну, соответственно, эти детали собираются в узлы. Мы с вами вели в основном-то речь про наручные часы. Есть часы напольные, есть часы настенные. У нас производятся или сконцентрировались мы пока только на наручных часах? Да, часы производятся. К концу года мы планируем запустить производство настольных часов. Для этого там закупается оборудование, и, в общем-то, у нас уже есть предварительные контракты. Этот сегмент рынка мы тоже активно осваиваем. Настенные часы завод производит давно. Вот как специалист скажите, вообще возможно, что когда-нибудь часовое производство станет полностью автоматизированным? Возможно, что какие-то части станут автоматизированы, но без человека однозначно здесь не обойдется. Часы – такой продукт, в котором ручной труд будет цениться всегда. Отлично, Вячеслав, спасибо вам огромное, было очень интересно. А мы продолжаем, и прямо сейчас о времени нам расскажут ученые-гуманитарии. Время всего лишь иллюзия. Подобная теория имеет право на жизнь, ведь на некоторые вопросы, связанные со временем, мог бы ответить квантовый мир, в котором происходящее напрямую зависит от наблюдателя. Но время в нем – единственный ненаблюдаемый параметр. А для его описания понадобится совершенно иная геометрическая модель времени. Для работы с той, что есть, существует несколько подходов. Ученые, в том числе и белорусские, исследуют новые концепции описания этого явления. Субстанциальная информационная концепция времени или субстанциальная информационная онтология. Сущность ее сводится к тому, что в основе всех процессов в мире находится субстанция, которая генерирует информацию. Эта информация может проявляться и в квантовом мире, и в макроскопическом мире, и в нашем сознании. И вот эта вот новая информация, которая появляется в нашем мире, она и дает вот это вот эффект течения времени, эффект изменения. Если в физике понятие времени завязано на механике Ньютона и периодичности, то, по мнению историков, событие происходит только один раз и не может повториться. Но есть и общие точки, причиной тому, в том числе теория хаоса. Любые уравнения, даже самые простые, могут вести себя случайно, хотя никакого элемента случайности нет. Это проявление так называемого исторического, необратимого времени в математике. Мы предсказываем с очень высокой точностью солнечные затмения, мы предсказываем с высокой точностью, когда будет восход Солнца, когда будет заход Луны, поскольку мы знаем механику. В какой-то степени вот это вот идеал научности физико-математического знания выработал представление о времени, которое связано вот с периодическими процессами, в том числе наши часы. Да, это маятник. То есть это периодический процесс. Еще при Ньютоне, наблюдая механику, считали, что мир действительно огромный часовой механизм, то сейчас в большей степени наука приходит к образу того, что мир – это огромный бильярд, в котором, так сказать, вот эти вот траектории на длительный период непредсказуемы. Время в какой-то степени действительно иллюзия, потому что мы соотносим все события, в том числе и космические, с нашей конкретной судьбой. И вот здесь вот благодаря, скажем, вот этим вот новым открытиям в области математики, в области нелинейной динамики теории хаоса, мы вроде бы интуитивно ощущаем и нащупываем возможности для того, чтобы подойти к моделированию вот этих вот, сказать, вещей, таких как субъективные ощущения, судьба, психика, сознание. Многие философы так и считают. Понятие времени не существует без нашего сознания, поскольку человеческая жизнь имеет начало и конец. Возможно, будь мы бессмертными, время не было бы для нас так важно, но пока это один из определяющих параметров жизни. О времени говорили сегодня в «Наукомании». Надеюсь, вы эти полчаса провели с пользой. Увидимся на телеканалах «Беларусь-3», «Спутниковом», «Беларусь-24».